Завершено онлайн-голосование за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году. Более 8,5 тысяч жителей Коми выбрали, куда провести мобильную связь 4G. Интинское село Петрунь на этом этапе получило наибольшую поддержку. В голосовании за мобильный интернет и мобильную связь учитывались только населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек. Голосование проходило на портале госуслуг с 5 октября до 15 ноября. В регионе с первых дней лидировало Интинское село Петрунь. До недавнего времени этот населенный пункт Коми оставался единственным, где сохранялась диал-ап-связь. О стабильном мобильном интернете сельчане могли только мечтать. На сельских сходах и конференциях Коми народа жители села Петрунь неоднократно говорили о проблеме, связанной с отсутствием качественной интернет-связи. В этом году Ростелеком провел в Петрунь оптоволоконную линию. Но подключить к стабильному интернету смогли только 3 учреждения. Петрунь подходит под все категории, которые были озвучены Министерством цифрового развития. Расстояние до точки подключения менее 70 километров. Отсутствие стабильного мобильного интернета формата 4G и, конечно же, огромное желание жителей пользоваться всеми возможностями современной связи для общения с родными и близкими. Последнее доказало онлайн-голосование. По его итогам Интинское село Петрунь обошло ближайшего конкурента более чем на 70 голосов. Разрыв с 3-м местом более чем в 2 раза. Всего в регионе проголосовало 8583 человека. У села Петрунь 714 голосов. Глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев поблагодарил всех, кто поддержал труднодоступное село Петрунь. Теперь у петруньцев появился реальный шанс попасть в федеральную программу и получить все возможности мобильной связи и мобильного интернета. Во-первых, это общение с родственниками старшего поколения, родителями, бабушками и дедушками, которые живут в селе. Во-вторых, стимул для привлечения молодых специалистов. Также мэр Приполярья выразил надежду, что окончательные итоги с подсчетом письменных обращений в Минцифры кардинально не изменятся, и уже в следующем году в селе появится долгожданный мобильный интернет и мобильная связь. Напомним, окончательные результаты станут известны к концу года. Доступ к 4G получат около 2000 населенных пунктов и не менее 10% от всех малых населенных пунктов региона. В республике Коми их будет 14.